Урматтуу достор, сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Бүгүн сиздерге бардыгын кызыктырган суроолорго жооп алып берем. Америкага кантип келиш керек, Америкага кантип легалдуу келебиз? Жана ошондой эле Америкадагы легализация боюнча ачык маек куруп беребиз. Менин жанымда Манас байке турат. Салам алейкум, Манас байке. Сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Дагы бир жолу Чикагого кош келипсиз. Бүгүн биздин мекендештерибизге ачык маек куруп берели. Америкада кантип келсе болот Америкага? Жана ошондой эле Америкада кантип мыйзамдуу жүрсө болот? Кантип легализация, ошол жөнүндө баардыгын ачык айтып берели анда, Даярсызбы? Даяр. Кеттик анда. Манас байке, айтсаңыз эми сиз Америкага кайсы жылдары келгенсиз? Жана ошондой эле бул жерде жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Я приехал в Америку в 2004 году и по студенческой визе F1 в юридическую школу учиться. И здесь я получил, после того, как отучился в Кыргызстане, учился в Кыргызстане в Кыргызском национальном университете на юридическом факультете, а в Америке тоже учился в юридической школе, называется Сент-Томас университет. И с тех пор, это получается уже 19 лет, я уже на территории США. 19 жылдан бери бул жактасыз. Бул жакта эми гражданство бар, бардыгы бар. Да, все, в этом плане у нас давно уже все в порядке. Сейчас очень много граждан Кыргызстана, кто приезжает. Сейчас мы об этом попозже расскажем. Да. Эми туугандар, азыр эң эле актуалдуу суроо. Азыр Америкага келем дегендин саны аябай эле көп да. Ошолор кайсы жол менен келсе болот, жана ошондой эле кандай мыйзамдуу жол менен келсе болот? Америкага азыр келүүгө кайсыл визага тапшырса болот байке? Ошолор боюнча так маалымат айтыңызчы. Менен аябай эле көп сурашат да, кантип келсе болот депчи, өзүңүздөн угайлы. Хорошо, я сейчас расскажу. Вообще приехать на территорию США можно несколькими способами. Это получить туристическую визу, получить студенческую визу. Самое хорошее, это, откровенно говоря, получить студенческую визу, по которой я, например, приехал. И, во-первых, вы язык подтянете, получите образование, и потом адаптация на территории США будет намного эффективнее и быстрее. Существует еще другой способ — трудовая миграция. Вот у нас сейчас в Чикаго очень много компаний есть. Мы обслуживаем эти компании и привозим как раз-таки людей по различным визам. Мы также обслуживаем и другие комьюнити. Но здесь, например, если есть наши кыргызские компании, они могут привести специалистов разного профиля. Поваров, водителей, инженеров, IT-специалистов. Потому что в Кыргызстане очень много. Это еще другой способ еще существует. Это по инвесторской визе. Кыргызстан в свое время подписал договор именно с правительством США, и могут приезжать люди по инвесторской визе И-2. В Чикаго очень сильно распространено это открытие траковых компаний. И вот когда открываете траковую компанию, обязательно инвестиция должна быть $100 000 в компанию, и либо покупка оборудования в $100 000. Существует еще другой способ, это мы так называем это как покупка грин-карты. Но это неправильное, наверное, выражение, но это будет намного понятнее всем. Если есть в наличии $800 000, тогда люди могут практически инвестировать в региональный центр, им вернуть деньги через 5 лет и таким образом приехать. Ну и последний способ, который вот существует на сегодняшний день, и я бы не очень рекомендовал этого делать, это приезд на территорию США через Мексику. Потому что те, кто приезжает через Мексику, вот особенно вот эти несколько дней, спрашивали меня, а могут ли они легализоваться каким-либо другим способом. Кто приезжает через Мексику, только два основных способа. Это подача на убежище, то есть это доказать, что преследовали в своей стране. И второй способ — это вступление в брак за гражданина, либо за гражданку США. Но теперь еще один момент. В последнее время очень участились моменты, что люди перелазят через забор. Наши с вами соотечественники. Я бы очень, ребята, не рекомендовал это делать, потому что там могут возбудить уголовное дело. Вы бы не хотели бы начать свою американскую жизнь с уголовного дела, это все равно будет судимость. Ну, сейчас будем по полочкам, я буду следовать вашим вопросам и постараюсь вашим подписчикам все рассказать. Все, окей. Эми ошол азыркы учурда биздин Мексика менен келген жаңы келген кыргыздар бар да, мисалы кыргыздар биздин мекендештер. Ошолор кайсыл мисалы келди дейли, мисалы Мексика менен келди. Мексика менен келип кайра мисалы Кыргызстанда бир жамандык жакшылык деген бар биздечи. Мисалы атасы өтүп кетеби, апасы, жакындары өтүп кете турган болсо, мисалы кайра Мексика менен келгендер кайра Кыргызстанга бара алабы негизи? Нет, те, кто приедет через Мексику, они, к сожалению, больше не смогут юридически возвратиться в свою страну до тех пор, пока не получат американское гражданство. Потому что если они, я понимаю, очень часто нам звонят тоже, если что-то дома случилось, там родственники и так далее,
то если они уедут из страны, то они не смогут уже вернуться. М. Теперь момент, особенно те, кто перелазит через забор, они вообще, у них ускоренная процедура депортации, их сразу помещают в суд и так далее. Это очень тяжелые юридические последствия. Обязательно, желательно, чтобы информацию вы прочитывали. Очень много компаний, очень много даже случаев, и это происходит практически каждый день. Даже в Мексике случаются такие неприятные ситуации либо с полицией, либо с бандитами. Поэтому это очень опасно. Эми Мексикадан бираз алыстасак, эми азыр бул жакта келген адамдар мен угуп атам да. Мисалы 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап мекенине бара албай жүргөндөр бар экен. Мен өз менен көрүп жана угуп элатам да. Ошолор эмнеге алардын процесстери ошончолук узарып кетип атат? 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болупчу. Да, такая процедура происходит. Это у тех, кто приехал без доказательств. Проблема в том, что человека не могут, если он не перелез через забор, и быстро депортировать. Существуют процедуры, кто ждет интервью, кто приехал по визе и подал на убежище, ждут интервью, оно проходит. Но на самом деле, если есть в наличии очень хорошие и сильные доказательства любого характера, то можно систему ускорить. И это не важно, через суд, либо через интервью. Те, кто ходит, здесь нужно будет работать в каждом кейсе индивидуально, поэтому здесь будет в каждом рассмотреть. Да, есть такие кейсы, но это в основном, как это происходит. Приехали, подали, чтобы просто получить разрешение на работу. Не оформили документы неправильно, оформили через паралигала, не адвоката, кто не несет юридической ответственности. Пошли на интервью, не подготовились, отказали, отправили в суд. В суде система затягивается, пришли в суд без адвоката. Судья не может процедуру делать без адвоката, потому что он должен быть одновременно судьей и адвокатом. Потом процедура затягивается. У судьи очень много также слушаний происходит и очень плотное расписание. Но если бы человек сделал бы все правильно, все подготовил, то в этом случае можно было всю процедуру ускорить. Эң негизгиси эле келгендеги мисалы адамдар азыр Мексика менен келишеби же виза менен келишеби, негизи эле адвокат менен иштесе жакшыбы же баягындай посредниктер бар экен бул жакта да, мисалы документ толтуруп берип подавать этип бергендерчи, ошолор менен иштесе жакшыбы? Кайсынысын лучше всегда работать с адвокатом. Почему? Потому что здесь поясняется, почему адвокат всегда несет личную персональную ответственность за человека, а тот, кто паралигал и кто работает, у нас так же, как и везде. Существует белый рынок, существует черный рынок. Белый рынок – это, давайте скажем так, подписчикам, это адвокаты, кто несут ответственность, каждый рассматривает кейс индивидуально. Есть черный рынок, есть паралигалы, кто пишет истории, но за этими людьми обычно ведется наблюдение через ФБР. И они сразу не арестовывают, а просто ведут наблюдение и рассматривают. Мансбек, айтсаңыз эми сиз Америкага кайсы жылы келдим дедиңиз? В 2004 году. 2004 жылы болсо, ошол 2004 жылы бул жакта акыбал кандай эле? Биринчи кандай жумушта баштагансыз? Негизи кандай кыйынчылыктар болгон? Ошолор боюнча бир айтып койсоңуз. Во время того, как я приехал и учился в университете, я работал в библиотеке, в самом университете. После окончания, когда получил разрешение на работу и когда не мог найти работу первые 3 месяца, я работал на стройке. Стройка, да? Стройка, да, на стройке работал. В это время жил в Майами, поэтому мы, по-моему, все через это проходят, каждый иммигрант. Поэтому в этом плане я даже очень горжусь, что я работал на стройке, потому что сейчас я так думаю, что каждый должен через это пройти, чтобы ценить то, что он будет в последующем иметь. Андан кийинки жумушуңуз кандай болду, стройкадан кийинки жумушуңуз? После стройки я устроился в юридическую фирму по инвестициям в Майами, и там проработал 3 года. То есть с 2005 по 2008 год мы работали в сферах инвестиций, потому что в Майами у нас такое туристическое, такое инвестиционное место, и все любят приезжать туда. Приезжайте к нам туда, у нас там потеплее, чем у вас. Негизи эле эң эле суук Чикагого келип алыппыз биз дагы билбей. Негизи баардыгынан эле сурагам. Лос-Анджелеске кел, Флоридага, ошо Майамиге кел деген. Болбой эле кыргыздардын жанына келип алдык. Приезжайте, наоборот, теплее, на юг. Канча жыл болду адвокат болуп иштеп жатканыңызга? Я уже работаю с 2015 года, это получается 8 лет. 8 лет уже своя личная практика. Я обучался в Сент-Томас University Law School, это юридическая школа в Майами. Но до того, как стал я адвокатом, я пробовал все разные вещи. То есть пробовал
В частном секторе пробовал свой бизнес открывать, но я нашел то, что мне нравится больше, это помогать как раз и с нашими соотечественниками, и не только, и иммигрантам, ну, для того, чтобы они преуспевали. От этого я больше всего получаю удовольствие и радуюсь, когда вижу, что мои клиенты тоже преуспевают. Мы работаем практически со всеми, 50 штатов, и в каждом штате есть наши соотечественники с нами, кто занимается разной деятельностью, бизнесом, наукой, кто работает в структурах уже. То есть я очень рад за них. Түсінікті. Негізі ошол мына мисалы бир жылда, акыркы мына бир жылда айтсаңыз, биздин негизи эле биздин мекендештер эмес, канча адамдар менен иштешесиздер, канча адамдардын жумушун аласыздар? Мы работаем практически со всеми людьми, то есть с разных стран, и не только постсоветского пространства. Мы работаем и с Латинской Америкой. У нас были клиенты и с Африки, с Нигерии. То есть мы практически работаем со всеми. Здесь разницы нет. Знаете, как я новости узнаю? Когда мне звонят клиенты, и, например, вот когда хороший пример был, когда вот в Казахстане происходили события, я не успел даже новости прочитать, мне клиенты начали отправлять видео, доказательства там, и так далее. То есть это был шок, конечно, то, что произошло. Как раз таки вот такой пример, когда было в Казахстане очень большое количество людей, вот как раз таки из Казахстана шло через Мексику из-за того, что там происходили всем известные события. Негизи эле сизге өзү азыр мисалы адвокат болуп иштеп атасыз. Канча кайсыл улуттун адамдары сизге көбүрөөк Давайте мы точную цифру назовем, да, сколько мы обслужили, в принципе, прошло через нас людей, это около свыше 5000 человек. Бир жылдын ичинде? Жок, бир жылда, это за все 8 лет. За все 8 лет это кто у нас проводил консультации, кто работал с нами. То есть это достаточно большое количество людей. И мы постоянно увеличиваем штат. Айтсаңыз, азыркы учурда виза менен келеби, Мексика менен келеби, сразу эле иштеп кете алышпайт да, Москвадагы элечи, Москва барсаң барып эле иштеп кетесиң да. Да. Бул жакта разрешение работы, анан social security деген бар да. Ошону канча убакытта алса болот, батыраак? Самое быстрое это в течение месяца можно получить разрешение на работу. Это для тех, кто переехал границу через Мексику и прошел через нее правильно, не перелазя через забор. Они по классификации C11 они могут получить разрешение на работу. И можно ускорить. В среднем приходит 3 месяца. Но теперь, ребята, кто приезжает по турвизе, по студенческой, либо по какой-либо другой визе, обязательно вот здесь уже, чтобы нарушений не было. Почему? Потому что если те лица, которые получили визу и прилетели на территорию США, если они работали, в последующем могут быть последствия. Очень часто такое происходит, поэтому желательно этого не делать. Если можете открыть бизнес, например, если много бизнес-идей, то можно через бизнес заниматься той деятельностью, которая есть. Особенно у нас в Кыргызстане развивается очень сильно сейчас IT-сфера. Мисалы күйөөсү бул жакта, аял бала чакасы башкалары Кыргызстанда да. Ошолорду кандай жол менен, кандай мыйзамдуу жол менен бул жакка чакыртып алса болот? Как только у человека будет решен иммиграционный вопрос, то есть либо он получит грин-карту, либо он получит одобрение по убежищу, либо по какой-либо разной петиции, он может сделать воссоединение. Как только этот человек, например, муж, решает свою проблему на территории США, то существует процедура воссоединения. То есть это достаточно, можно ускорить эту процедуру и сделать быстро. Но не всегда получается. Иногда процедура воссоединения занимает до 3,5 лет. Жаңы келгендердин бардыгы эле бул жактын закондорун бардыгын билише бербейт. Мисалы Москвада регистрацияң жок болсо, сени депортация кылат, же болбосо бир 15 сутка ушундай бир өзүнүн наказаниялары бар да. Бул жерде законду мисалы бир кылмыш кыла турган болсо, мушташсаң ошонун кандай бир жазалоолору бар, мисалы наказаниялары? Таких наказаний, если регистрации нету, не помещают на 15 суток в Америке. Такого нету у нас, это точно. Но если человек прилетел по визе, даже если, давайте скажем, через Мексику, если прошел все правильно, если не перелазил через забор, то проблем в принципе не должно. Но если он нарушил, вот, например, часто нарушаемые преступления, это, например, как употребление спиртных напитков и вождение за рулем, а также, например, домашнее насилие. Это очень часто происходит, потому что, когда семьи приезжают, они испытывают очень большой стресс. Да, полицейские приезжают, производят арест, но арест можно будет отрегулировать, даже если не совершено тяжкое преступление, то можно выйти под залог, либо по отзыву заявления. То есть в этом плане нет таких наказаний. Если, конечно, совершено тяжкое преступление, здесь даже выйти невозможно, но депортация не происходит очень быстро, потому что если человек совершил преступление, ему дают возможность в суде защититься.
Эми мисалы азыр бул жака келгендердин мисалы мамлекеттен пособие алып атышат, жана ошондой эле бекер тамактарды алып атышат, көп эле нерселерди алып атышат благотворительный фонддордон. Ошолор кийин өзүнүн соттук процесстерине мындай бир өзүнүн залакасын тийгизбейби, эле жетпейби ошол нерселер? Если люди подают на убежище и просят убежище, например, либо вступают в брак, это не является препятствием и проблемой. Я знаю, что этот закон был создан во время Трампа, но при нынешней администрации Байдена, этот закон убрали. Это негативно не будет влиять. Но если вы студент, если вы приехали по туристической визе, или занимаетесь бизнесом, или иммиграция, это будет большим препятствием, поэтому этого делать нельзя. Негизи кийин эч кандай бир коркунучу жок да, ушундай? Если люди находятся в суде, то есть это всегда процедура депортации называется, выдворение, то в суде это не является большой проблемой, если человек просит убежище, потому что при нынешнем устройстве правительство позволяет и оказывает помощь. В этом плане наказание за это не может быть. Но злоупотреблять помощью я бы не рекомендовал, потому что иногда бывает, что много просит помощи. Но в каждом случае по-разному. Айтсаңыз эми IT сферасында мисалы Кыргызстанда жумуш иштеп жүргөндөр бул жака кантип келсе болот ошол IT тармагына? Самая распространенная виза, вот именно для сферы IT, и кто с ним связан, не обязательно, чтобы это были программисты, те, кто организует, менеджеры, это EB3. EB3 виза как раз таки приводит. Очень много наших школ, именно в IT-сфере, я уже не знаю, сколько, по-моему, больше, чем 10, и они могут привозить специалистов сюда. И семья, это не только виза, семья сразу будет получать грин-карту. Да? Только единственное, что сроки ожидания на сегодняшний день 3 года. Иногда бывает, что побыстрее, в течение 2 лет, но люди могут привозить людей. Люди могут привозить людей, компании могут привозить людей, и они получают сразу грин-карту в течение 4 месяцев с момента пересечения границ. Негизи эле ошол үй бүлөсү менен дагы кошо алып келсе болот экен да? Да, все члены семьи и дети до 21 года, если дети не женаты. Аялы, эгерде баласынын аялы болуп калса, анда кандай болуп калат анда? И если в этом он уже не ребенок, уже отдельно будет идти. Түшүнүктүү. Мисалы Кыргызстанда бизнес кылып жүргөндөр, мисалы бизнесмен деп айтып койсок болот го. Ошолор кандай жол менен келсе болот? Ошолор кандай бизнес виза деген? Бизнес-виза и 2 бизнес-виза. Капитализация должна быть $100 000. Вот сейчас небольшой кризис, по крайней мере, пока еще не такой сильный кризис в траковом. И многие компании, кто приезжает, скупают очень много траков. То есть это задешево. Также многие открывают ресторанный бизнес. Сфер достаточно много. В Техасе, например, наши соотечественники открывают именно строительные компании. Тоже очень хорошо идут. И, в принципе, в каждом штате, ребята, вот самое главное, вот только вперед. И не допускайте ошибок. Таких вот. Всю информацию нужно перепроверять. Вот даже та информация, которую, например, я записывал у себя на YouTube, она даже бывает, что не актуальна, я ее убираю. Поэтому законодательство, оно очень стремительно меняется, и всегда нужно перепроверять всю информацию. Так что удачи, бизнесмены, все ребята, приезжайте. Анда биздин эфирге келип ушундай жакшы бир элдерге пайдалуу маалымат бергениңизге сизге чоң рахмат. Nice to meet you. Чоң рахмат. Ребята, вот благодарю вас, Нурбек. Приезжайте к нам в Майами, у нас намного теплее, чем у вас. Зачем вам всем ехать на север? Искренне желаю вашим подписчикам удачи, реализуйтесь, Америка большая, завоевывайте все вершины, чтобы наш кыргызский флаг гордо висел и, как сказать, гордость. И самое главное, чтобы все ходили достойно и, как сказать, держали честь Кыргызстана всегда. Негизги акыркы сөзүңүздү айтып койсоңуз, эми ушул Америкага келем деген адамдарга акыркы туура шагты ташташ үчүн кандай кылыш керек? Ошол аларга каалооңузбу же кандай? Самые правильные шаги – это прежде всего не нарушать законы. Вот, например, очень распространенное нарушение в Чикаго, например, это пользоваться каким-то Uber'ом, очень часто аресты происходят, поэтому желательно этого не делать, избегать очень таких нарушений. Нарушений очень много на самом деле. Мы не будем как-то сужать, но на самом деле старайтесь избегать нарушения закона. Вы только приезжаете в страну, вам нужно реализовываться. Все равно любое нарушение, любой арест, он всегда остается в истории. И стереть его невозможно. Можно стереть на штатовском уровне, но в федеральном уровне оно всегда остается. Поэтому искренне желаю каждому удачи и осуществляйте свою американско-кыргызскую мечту. Хорошо? Бүгүн Майамиге учуп баратат экен Манасбай экебиз.
сизге жакшы жетип алыңыз, ак жол, жеңендерге салам айтыңыз. Дагы урматтуу достор, биздин бул чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерге бир пайдалуу маалымат болду деп ишенем. Эмнеге дегенде Америкага ким мечта кылып жүргөндөрдүн бардыгына болбосо дагы бир канчасына жооп алды деп ишенем. Андыктан сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар. Всем удачи. Чоң рахмат.